Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. По многочисленным просьбам я решила вам показать, как я делаю тыквенный сок с мякотью, очень вкусной и полезной. В этом году у нас с фруктами, с овощами получилось не очень-то хорошо. Овощи выросли, но гниют. Помидоры мы все выбросили, а картошка вовсю гниет. Все перебираем и выбрасываем. А с фруктами у нас, с ягодами, кроме клубники и малины, тоже ничего не было. Ничего не выросло. Ни вишни, ни сливы, ни яблок у нас в этом году не было. А тыква у нас выросла на ура. Пока тыква не гниет, я решила сделать сок. Закрываю. Дети пьют, всем нравится, да и полезный тыквенный сок. Сейчас я вам покажу, как я делаю тыквенный сок. Меня научила моя одна подписчица из Тюмени, Роза. Розочка, большой привет вам. Спасибо, что вы меня научили делать сок. Ну, когда у меня дети маленькие были, мы тыквенный сок не делали, раньше покупали. А когда у меня Юлия маленькая была, из молочной кухни с маленькими банками каждый месяц где-то по 10 банок давали бесплатно. Дети очень любили. Ну и в магазине покупали, соки были в баночках. Вот у меня вот такая тыква. Я разрезала пополам. Резать, конечно, тяжеловато мне пока. Посмотрите. Стенка какая толстая. Сочная, ароматная тыква. Семена убираю. Сегодня внуки у меня в школе, поэтому мне помогать некому, а то Кирилл у меня режет, а Владик семечки вытаскивает, а я варю. Это убираем. Я взвешивать не буду тыкву, потому что каждый делает, как ему надо. Кому-то погуще надо с мякотью, кому-то чуть-чуть с мякотью надо. Вот у нас Юля очень любит как пюре. Для нее мы делаем сок с мякотью, а девочкам-мальчикам мякоть поменьше. И добавляем мы туда или апельсин, или лимон плюс апельсин. Одна подписчица мне написала, что туда можно, где лимон добавляем, вместе с лимоном, апельсином, можно еще добавить яблочный сок. Тоже можно попробовать. У меня, кстати, с прошлого года еще есть соки натуральные, пару банок, концентрат. Можно будет прямо их добавлять, поэтому и сахар тоже по вкусу добавите. Поэтому я рецепт не буду писать. Все по вкусу, мои хорошие. Все на глаз. У меня мама все делала на глаз, и мы тоже научились делать все на глаз. И мои дочери тоже делают в основном на глаз. Первый раз не получится, второй не получится, а на третий раз все нормально получится. Какой свет
Оранжевый. У меня в этом году тыквы очень много. Многие интересуются, как я себя чувствую. Слава Всевышнему. Все у меня хорошо. Одышка почти закончилась. Тяжесть в груди нет. Лекарства я пью вовремя. Веду здоровый образ жизни. Потихоньку добавляю километражи. Хожу пешком. Хожу не на улице куда-нибудь в магазин или в больницу. Конечно, я на машине. А так до лыжной базы доезжаем на машине, и там скандинавскими палками прохожу я уже 3,5 километра. Потихоньку. Там лес, там свежий воздух, там такая красота. Аромат леса. Любуешься, ходишь. Какие-то птички поют, чирикают. Не знаю я их. Какие-то немного, но есть. Нравится мне. Это лыжная база у нас расположена, если вы смотрите мои ролики, недалеко от села. А насчет козы я забываю. Перед операцией я отвезла свою козу одной женщине. Она в деревне напротив нашего дома живет. Живет одна, у нее козы есть. Говорит, очень дает мало молока. И я решила перед операцией подарить ей нашу козочку. Мне нисколько не жалко было. Пусть бабушка пользуется, соседка наша. А мне стало немножко легче. Потому что я встаю, потихоньку детей накормлю, провожаю в школу, потом иду курей кормить. А так мне надо было и козу доить. После операции невозможно это. Она у меня коза шустрая, сил много надо. А потом и сено надо было, и овес надо покупать, и доить утром, вечером, выносить воду. Ну, конечно, и дети бы выносили бы воду, кормили бы, но дети не захотели доить. А у Кирилла у нас аллергия. Как сарай зайдет, у него с глаз, из носа все течет, чихает. Ну, в сарай не может заходить. Не знаю, от козы, не знаю, от сена, не знаю, от чего у него так получалось. Поэтому я отдала козочку нашу. Пусть бабулечка пользуется на здоровье. Когда мне надо, если мне надо, когда я выздоровлю, я могу себе позволить купить. Но пока не хочу. Надо привязывать, ходить куда-то. Первое время очень тяжело было. Я сама еще после операции еле ходила. Вот я боялась. Думаю, вот я буду обузой детям. Некоторые подписчики или просто зрители мне пишут, что Юля не пожалела меня, оставила мне детей, уехала на заработки. Совести нет, постеснялась бы. А Юля хотела давно. Еще в прошлом году
Я резко заболела. В декабре я оперировалась. Пупочную грыжу мне сделали. В январе я начала болеть аритмией. Вот так. Она не смогла никуда ехать. Ну, сейчас потом решились мы. Я решила ее отпустить. Внуки, внучки сейчас большие, они мне помогают. Толком я дома ничего абсолютно не делаю. Я уже совсем обленилась. Убираются у меня внуки, внучки. Пол моет Сабина с Дианой. Пылесосит Владик. Пыль вытирают. У каждого свои комнаты. Я девочкам свою комнату уступила, сама сплю на диване. Они там уроки делают, стол я им поставила, девочкам тоже, шкафу тоже полки выделила. В выходные дни я детям позволяю, сколько им хочется, столько спать. Просто если с утра у нас есть что-то делать важное, да, я их с вечера предупреждаю, что давайте ложитесь пораньше, чтобы вы выспались. Завтра вот это делаем. Ну, сейчас таких дел нет. Мы все успеваем за день. В субботу мы топим баню, стираем. Иногда и субботу, и воскресенье. Если грязной работой пользуемся, делаем. В воскресенье гладим. Сабина тоже хорошо гладит. Помогает мне. Я закидываю белье в стиралку. Кирилл вытаскивает тазиком белье. Или Владик. Я вешаю сама. Я не люблю, когда мое белье стиранное вешает кто-то. Я вот такой капризный человек. Мне надо обязательно стряхнуть, обязательно красиво повесить. А дети что они не стряхивают и берут так, как попало, вешают. Мои девочки тоже такие же капризные, как я. Поэтому, что они мне? Мусор они вытаскивают. Во дворе вместе подметаемся. Картошку из погреба, если надо, или Владик и Кирилл, или Кирилл. Посуду моют девочки, бывает и Владик. А Кирилл мне помогает. Мы с ним в магазин ездим. Он проверяет уроки. Что-то тяжелое он делает. Качает воду в баню, топит баню. Золу оттуда вытаскивает. Кур кормит. Все. А я готовлю кушать. И все. У меня, конечно, посудомойка тоже сломалась. Надо запчасть заказать. Ну вот, мои хорошие, мне с детьми не тяжело. Вы, мои хорошие, знаете, здесь мы только едим. А кухня, где я готовлю, вот здесь. Здесь АГВ, раковина, водонагреватель, рабочий стол длинный, плита газовая, большой холодильник. Вот нашу тыкву я залила водой доверху вот так. Сколько бы ни было тыквы, не взвешиваем ничего. Вот так заливаем водой. Потихоньку варим. Как только закипит, я обычно варю 20 минут. За 20 минут вся тыква варится. Но тыквы тоже бывают разные. Может и полчаса придется варить, может и 15 минут. Ну вот так, пока не кипит. Такой свет яркий. Я жду 20 минут. Как только закипит.
Итак, нам в дальнейшем понадобится апельсин, лимон или лимонная кислота, блендер. Вот наши инструменты. И сахар. Сахар тоже кладем потом по вкусу, я вам покажу. Я сейчас выжму сок апельсина и лимона. Можете побольше, можете по 2. И лимон тоже. Ну, все мы добавляем по вкусу. Сейчас ждем, когда у нас сварится тыква. Это недолго. Я просто много говорила, когда резала на кубики. Конечно, некоторые возмущаются, что болтовни много. Мы, наверное, не дождемся, когда все мама Галя испечет или что-то так делает. Мои хорошие, это мой канал. Не обижайтесь. Я решаю, когда мне болтать, сколько мне готовить, как мне готовить, что мне снимать. Это канал мой. Жизнь в деревне. Хочется поболтать, потому что в основном меня смотрят такие же женщины, как я, в зрелом возрасте. Нам интересно, а молодежи, конечно, не интересно. Им рецепт подавай и быстренько. У меня такого нет, не обижайтесь. У меня не кулинарный канал. Тыква наша сварилась. Все видно. Теперь поработаем блендером. Вроде все нормально, но процедим через сито прямо в горячем виде. Здесь и комочки до конца разобьются. Это недолгая процедура, очень удобно. Вот посмотрите, сами видите. Ну вот, мои хорошие, я сюда отлила в другую кастрюлю большую. Получилось как пюре. Это недолго, это все быстро. И здесь тоже я, по-моему, чуть больше половины отлила, может и половину. А сейчас варим пюре, добавляем кипяток. Я обычно добавляю из чайника кипяток. И добавляем воду, кому сколько надо. Надо вам погуще, поменьше кипяток добавите. Я сейчас добавила 2 литра сюда. Если не надо погуще, то побольше кипяток добавите. Можно 3 литра добавить. Можно и 5 литров. У кого какой вкус. Сейчас я сюда добавлю бокал сахара. Это 250, наверное. Не 200. Чуть больше стакана, короче. И то вот погуще получается. Можно вот сюда еще добавить кипятка. Такой сок можно любое время готовить.
И зимой, и осенью. Пока тыква есть, не надо подумать, что быстро тыква испортится, как ягоды. Вот размешали и ждем, когда у нас закипит сок. А в это время я сделала лимонный сок. Был у меня 1 лимон, 2 апельсина. Можно 1 лимон, 1 апельсин. Можно добавить, как я вам говорила, лимонную кислоту. Можно без апельсина. Кому как нравится. У кого какая фантазия и у кого какой вкус. Сахар я больше не добавляю, потому что тыква и так сладкая. Теперь подождем, когда все это закипит. Да, можно добавить уже сок лимона и сок апельсина. И потом попробуем на вкус. Потом добавим, что нам надо. Может, лимонного сока. Кому-то, может, послаще надо сахара. Может, еще чуть-чуть лимонной кислоты. Все, можно и здесь заодно готовить. У меня в духовке стерилизуются банки. Вот скоро закипит. Собираем пену. Как только закипит, варим 20 минут. Потом наполняем банки и все. Закрываем стерильными крышками. Вот и все, ничего сложного нет, мои хорошие. Зато полезный сок. И готовить просто. Если, мои хорошие, дома нет ни лимона, ни апельсина, то можно класть туда чайные ложки лимонной кислоты и сахара по вкусу. Сейчас закипает. Как только закипит, варю я 20 минут. Ну вот, мои хорошие, я вам сегодня показала, как я делаю натуральный тыквенный сок со вкусом лимона и апельсина. Можно добавить сок яблоки и еще что-нибудь. Все добавляем по вашему вкусу, сладости и кислинки. Но на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю всего самого-самого доброго. Доброго здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.